сначала делаем донышко у нашего изделия. Да? Мы его хорошо разминаем в ручках, полностью поминаем глину, чтобы она ровненькая у вас была. Гончарное искусство сегодня осваивают ученицы, которым за 50. Это те, кто вышел на пенсию, но сидеть дома не привык. Здесь самые активные представители золотого возраста, говорит их коллега по интересам Ираида Карманова. Свой досуг они старались разнообразить еще до того, как в январе этого года в селе появился клуб «Активное долголетие». Когда Ираида Геннадьевна возглавляла районный совет ветеранов, составила проект и выиграла грант, благодаря которому для пенсионерок организовали уроки вязания, вышивки и ткачества в ремесленном центре «Зарань». В первую очередь дает, когда человек одинокий, например, вот лечение, все-таки от одиночества, разнообразие, потом использовать свои возможности. И когда работаешь, тогда не можешь что-то применить это. А сейчас, значит, люди ткут, вышивают, вяжут. И очень интересно. Тем более, что они здесь общаются. Общение с другими знакомыми. В селе мы почти все друг друга знаем. Они поют в хоре Дома культуры, занимаются скандинавской ходьбой, ездят на экскурсии, слушают лекции по различным темам. Самые популярные курсы – уроки для дачников. Вот это ходили еще кружок с материалом, мы учились, там тоже интересно. Везде, где-то, везде интересно. Потом по спорту у нас в теннис ходили, играли тоже. Бассейн нас возили тоже по клубу, везде. В теплицах были, тоже нам показывали, как что тоже интересно. Везде, куда приглашают, всегда туда ходим. Вот и сегодня у участников клуба весь день расписан. После гончарного дела все дружно отправились в районный музей знакомиться с бытом коми-крестьян. Пенсионерам, которые по состоянию здоровья не могут выходить из дома, специалисты приходят сами. Сегодня начальник надзорной деятельности района Дмитрий Пасечник проводит противопожарный рейд, оценивает состояние электропроводки и печи 79-летней Маргариты Андреевны. После весны грибы начинают гулять, печи начинают гулять и появляются трещины. Либо в дымоходе, соответственно, либо в самой топке, что может привести к выпаду искры, попаданию на горючие конструкции. Когда в Ильгарте создавали клуб для граждан пожилого возраста, за основу взяли передовой опыт Вуктыла и Сыктывкара. В общую работу включились местные власти и самые разные ведомства и организации. Конечно же, те организации, которые непосредственно участвуют в этом проекте, это Центральная библиотечная система, Дом культуры, это спортивные организации у нас. Вот есть у нас клуб «Колосок», например, здесь. Затем это музейное объединение. Тоже очень активные такие они. Вот. Затем ЦРБ, Центральная республиканская больница, они осуществляют школы по уходу за больными. Очень много проводят профилактических бесед на разные самые темы. Сегодня задача Центра соцзащиты Сыктывдинского района – привлечь к активной жизни как можно больше граждан пожилого возраста. И не только в Ильгарте. Сейчас клуб «Активное долголетие» выезжает в Пашгу и Часово. В ближайшее время населенных пунктов станет еще больше. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский.